Это мой первый визит в Республику Саха-Якутия. Мы приехали с командой наших специалистов. Этот наш визит нам оставил очень глубокие впечатления. Мы впечатлены красотой города, вообще населением. И считаем, что у нас есть много... В этот наш приезд мы провели ряд встреч по строительным проектам, по проектам нефтяным и в финансовом секторе также. И мы считаем, что есть очень много пространства для сотрудничества, много направлений. И надеемся, что при нашей поддержке и поддержке со стороны правительства республики фонд будет совместный российско-китайский, и с российской стороны мы предполагаем, что будет участие правительства республики, ряда крупных частных и государственных предприятий. И основное направление, с китайской стороны также будут представлены частные и государственные предприятия. И основное направление инвестиций данного фонда это будет, во-первых, строительство крупномасштабных инфраструктурных объектов, таких как взлетно-посадочные полосы, железная дорога, автодороги, мосты. Мост их интересует. Еще следующие есть пункты, по которым будет вестись инвестиции. Второе направление сотрудничества, которое будет инвестироваться данным фондом, это создание высоконаучного инновационного центра, в котором будут обмениваться опытом и информацией китайские и российские соответствующие предприятия малого и среднего бизнеса. Впечатление, которое у меня осталось по завершению нашего визита, это мы считаем, что Республика Саха-Якутия как драгоценный камень, который на Дальнем Востоке. Мы сейчас уже провели переговоры с рядом предприятий, с которыми было достигнуто понимание первоначальное, и разрабатываются проекты соглашений, которые мы в скором времени подпишем. А по строительным проектам, если говорить, то первым строительным проектом, по которому мы будем вести сотрудничество, будет 84-й квартал. Застройка 84-го квартала. Создание этого фонда позволит тем предприятиям тоже вложить не все свои капиталы, скажем, да. Господин Жу говорит, если китайская компания будет входить при их поддержке на российский рынок, то вложит своих средств 30%. Остальные средства предоставляет вот этот фонд. Или когда можно будет говорить о реализации первых проектов каких-то? И как вы думаете, ваши прогнозы, какой проект это будет? Ну, первый проект, который реально, наверное, будет осуществлен, это нефтеперерабатывающий завод в Алдане. Они очень сильно заинтересованы в строительстве мостового перехода. Вот эти два проекта как бы впереди, потому что сегодня я получил телефонный звонок от наших представителей в Китае, что вице-губернатор провинции Хэйлунцзян господин Суньяо попросил как можно быстрее им направить информацию по мосту. Они приедут на Восточный экономический форум в Владивостоке 3-5 сентября, где будет наша презентация по мосту вместе с Росавтодором. И они планируют и намерены даже подписать конкретный документ об участии в строительстве моста. То есть они уже для себя приняли решение по некоторым проектам, по которым они точно войдут. Их интересует строительство жилья. Мы предлагали им строительство не только в Якутске, но и в других городах, районах республики. Но господин Шу сказал, что на данном этапе их интересует только Якутск, потому что здесь масштабы все-таки несопоставимы с другими районами нашей республики. Вот. Поэтому они ознакомились, посетили стройплощадку, поговорили в Министерстве архитектуры и строительного комплекса, встречались с Союзом строителей Якутии и обсуждали все эти вопросы. То есть следующая встреча будет уже в Владивостоке? Да, следующая встреча у нас запланирована в Владивостоке. Но в то же время 12-15 июня мы проводили Дни провинции Хэйлунцзян. И как результат вот этих всех переговоров, которые проходили в рамках дней, сейчас
начался активный обмен делегациями. В ближайшее время выйдет отсюда делегация для того, чтобы обговорить вопросы строительства газоперерабатывающего производства. По гражданскому строительству РИК поедет, будет разговоры по добыче и переработке олова. В общем, конкретный переговорный этап уже начался. Я думаю, что осенью будет уже подписание конкретных контрактов на работу и на подряды. По крайней мере, господин Жу, председатель совета директоров компании Планси Нанджу, намерен как можно быстрее начать практическую деятельность на нашем рынке.